Тарифы на ЖКХ, мусорная реформа и другие важные вопросы обсудили глава Якутии Айсен Николаев и руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. Чего ждать якутянам? Какова ситуация на дорогах в Южной Якутии? Какие меры принимает местная власть? Сюжет из Алдана. В Удачнинский ГОК поступил еще один автопоезд «Тонар». Как он зарекомендовал себя в работе и на каких объектах планирует использовать новый транспорт? Это новости в прямом эфире. В студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Главный тренер сборной национальной команды по вольной борьбе Дзамбалат Тедеев настроен на то, чтобы оставить Кубок мира в России. На соревнования в Якутию приехали лучшие спортсмены из Монголии, Японии, США, Грузии и Кубы. Но российские вольники находятся на пике своей формы и могут достойно побороться за золото. В весовых категориях до 57 и 65 килограммов выступят якутские борцы Арыян Тютрин и Виктор Рассадин. На Кубок мира все приезжают самые основные. И для нас очень принципиально, чтобы именно здесь, у себя дома, чтобы Кубок мира выиграли сборная команда России. Если раньше мы на Кубок мира давали шанс молодым, чтобы они поехали, чтобы они себя проявили, показали, доказали. Сегодня ситуация совершенно другая, потому что в Якутии же Кубок мира у нас дома, и надо, конечно, выступить хорошо и выиграть Кубок мира. С какой командой надо будет усиливаться, мы будем усиливаться. Где можно будет опытного спортсмена поставить, тогда будем ставить. То есть, это все зависит от того, с какой командой будем выступать. И с другой стороны, и шанс будем давать и молодым спортсменам, чтобы они тоже отборолись, показали, проявили себя. В Дахсуне будет организована борцовская фан-зона Кубка мира по вольной борьбе. Она будет размещена на футбольном поле, где все желающие с 10 утра смогут посмотреть на большом экране прямую трансляцию всего, что происходит на соревнованиях. Церемонию торжественного открытия и закрытия, а главное – жаркие бои между сильнейшими борцами из 8 стран мира – России, США, Грузии, Кубы, Японии, Турции, Монголии и Ирана. Для удобства на территории Дахсуна будет организована зона для питания. Приглашаются все болельщики приобщиться к самому масштабному спортивному событию республики. К другим темам. Какими должны быть тарифы на ЖКХ в северных районах? С какими проблемами в отрасли вывоза мусора столкнулись власти и жители республики? И можно ли остановить рост цен на коммуналку? Эти важные вопросы обсудили на рабочем совещании в Москве глава Якутии Айсен Николаев и руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев. Чего ждать якутянам, узнавал Максим Кардозу. Как сделать так, чтобы якутяне и жители других регионов нашей страны при получении ежемесячной платежки за ЖКХ не падали в обморок от итоговой суммы? Этот вопрос сейчас пытается решить специально созданная группа. Урегулировать тарифы на коммуналку должен и новый федеральный закон. К его разработке пригласили и региональных экспертов, причем только из 3 субъектов. Это специалисты из Якутии, Москвы и Краснодарского края. Мы внесли ряд предложений, конечно, которые в первую очередь направлены на то, чтобы были учтены в данном законопроекте уже при его окончательном принятии вопросы регулирования цен на Крайнем Севере. Мы понимаем, что к Крайнему Северу, к северным регионам подходить с общепринятых точек зрения нельзя. Здесь даже вопросы тарифного регулирования должны все-таки в вопросах и тарифных надбавок, например, на продукты первой необходимости, вопросы регулирования цен по энергоносителям и так далее, они должны иметь свою специфику. Основные предложения рабочей группы Айсен Николаев в Москве представил руководителю Федеральной антимонопольной службы России. И здесь отметили, что добиться наилучшего результата можно только в тесной связке с региональными властями. Наше стремление, в принципе, руководство ФАС, это, конечно, вот к такому диалогу. То есть, когда власти понимают в регионе, что мы обязаны заниматься своими вопросами, там, тарифными, там, госзаказом. Если где-то, например, по госзаказу какие-то вынуждены отменять торги или что-то еще связанное с администрацией, всегда уже говорить так: мы вместе с губернатором наводим порядок, мы вместе с губернатором выявили эти нарушения. Во время встречи глава Якутии подчеркнул, что для бизнеса и госструктур очень важно сделать расходы коммунальщиков окупаемыми. Но ни в коем случае нельзя идти самым простым путем – поднятием цен.
Необходимо в первую очередь повысить прозрачность работы поставщиков услуг в сфере ЖКХ. А мы должны все-таки смотреть на вопросы с тарифообразования по этим предприятиям. Почему они такие высокие? Что там учтено? Есть ли там какие-то расходы, которые на самом деле мы могли бы считать необоснованными расходами? И обосновано ли их такое включение в тариф? Эта работа будет проводиться и антимонопольной службой совместно с нашими органами для того, чтобы, во-первых, повысить прозрачность тарифов. Сейчас многих якутян волнует вопрос, сколько будет стоить вывоз мусора и насколько увеличится итоговый счет в платежках. Айсен Николаев уверен, что решить этот вопрос как раз и поможет максимальная прозрачность формирования тарифов, чтобы мы с вами не переплачивали. Здесь, в Федеральной антимонопольной службе России, отметили, что все инициативы, предложенные рабочей группой из Якутии, очень актуальны и важны для всей страны. А также сказали, что поддержат озвученные сегодня предложения. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. С приходом весны ситуация на дорогах Алдана стала весьма непростой. Опасность есть как для водителей, так и для пешеходов. Какие меры принимаются местной властью по содержанию дорог в весенний период, узнавали наши алданские корреспонденты. Автовладельцы и пешеходы не могли не отметить, что минувшей зимой дороги содержались во вполне удовлетворительном состоянии. Снега выпало сравнительно немного, не было и обильных снегопадов. Батюшка Февраль, однако, с лихвой компенсировал малое количество осадков. Сугробы существенно выросли, и это не могло не отразиться на состоянии дорог. Подрядная организация, которая исполняет муниципальный контракт по содержанию дорог, все силы и средства бросили непосредственно на очистку дорог и на вывоз снега. То есть я надеюсь, что в ближайшее время дороги будут приведены в надлежащее состояние, и, соответственно, не будет жалоб от населения. Одномоментно и повсеместно привести в порядок трассы дорожная техника не может. К тому же снег зачастую сгребается на обочины и прилегающие к проезжей части пустыри, образуя так называемые слепые зоны. Ситуацию усугубляют околонулевые температуры. Дневные оттепели сменяются ночными морозами. И по утрам ездить, равно как и ходить пешком, проблематично. Агрегат есть снегоуборочный, но он, видимо, не справляется, и снег просто некуда девать, и дорога за счет этого сужается. И проезд, соответственно, и водитель тоже осложняется этим самым. Опасения у алданцев вызывают и грядущие оттепели. Через несколько недель под звон капели весело побегут ручьи, местами образуя глубоководные реки и непроходимые пруды. Вот такая картина наблюдалась в прошлом году на одной из центральных улиц. Местность Алдана гористая, и ежегодно от половодья в основном страдают улицы и здания, располагающиеся в низинах. Ситуация осложняется тем, что не всюду есть сточные канавы. У нас на Солнечном вообще не пройти, еще по проулкам. Представители администрации города, однако, уверяют, что ситуация под контролем. До поры снеготаяния снег будет убран и вывезен, а канавы, в свою очередь, прочищены. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В Якутии увеличивается количество пострадавших лиц в результате профессионального заболевания. Если 4 года назад было 215 случаев, то в прошлом году было уже 223. Основная доля заболеваний приходится на промышленные отрасли. Об этом сегодня сообщили на подведении итогов за прошлый год Фонда социального страхования. Также стало известно, что в этом году в Якутии зарегистрированы свыше 26 тысяч страхователей. По сравнению с началом отчетного периода их число снизилось на 160. А что касается обеспечения техническими средствами реабилитации инвалидов, а также оплаты санаторно-курортного лечения, то было выделено свыше 350 миллионов рублей. В очереди на санаторно-курортное лечение 6200 человек. Ежегодно мы, смотря от выделенных ассигнований, согласно 44-го федерального закона, проводим конкурсные процедуры и направляем на лечение льготную категорию граждан. В 2018 году у нас было направлено свыше 2000 человек на санаторно-курортное лечение. Из них 290 детей, инвалидов. К сожалению, если он сам приобрел, у нас по всем правовым документам, нормативным документам не имеем права компенсировать. Если мы направляем, выдаем путевку, мы оплачиваем проезд.
Парк большегрузов Удачнинского ГОК пополнился. Сюда поступил еще один автопоезд «Танар». В настоящее время он находится на техническом обслуживании, после чего выйдет на линию. Напомним, первый подмосковный большегруз поступил сюда почти 2,5 года назад. За период эксплуатации постепенно менялся конструктив автомобиля, чтобы он мог работать бесперебойно в северных климатических условиях. Как он зарекомендовал себя в работе и на каких объектах планирует использовать новый автопоезд, узнавала Ирина Балкова. Автобаза технологического транспорта номер 3 Удачнинского горно-обогатительного комбината стала уже своеобразным полигоном испытания большегрузной техники, среди которых автопоезда «Скания», «Вольво», «Танар». На днях сюда прибыл еще один автопоезд «Танар», который будет вывозить руду уже с Верхнемунского месторождения. В отличие от предыдущей модели, этот автопоезд полноприводный. Проще не бывает, говорят водители, как на «Жигулях». Сел и поехал. Автоматическая коробка передач, комфорт и плавность в управлении. Вот только габариты совсем не шуточные. Длина автомобиля около 30 метров, вес тягача 26 тонн, а масса двух полуприцепов чуть более 50. Снабжена хорошим гидроуправлением, руль очень крутится легко, и, в принципе, управлять ей несложно, единственное, просто большие габариты, к которым привыкаешь со временем работы. Данная модель имеет полный привод, установлен другой двигатель, 760 лошадиных сил, как я уже говорил, коробка автомат. Ну и еще какие-то доработки там приняты. Устранены определенные неполадки, которые были учтены с бывшей моделью. 2,5 года назад «Валроса» решили закупить эти непривычные для алмазной компании большегрузы. Тогда в Удачный пригнали первую единицу, изготовленной по спецзаказу алмазодобытчиков. Во время испытаний выяснилось, машину нужно доработать. Свои условия диктовал «Север», где и предстояло эксплуатировать автопоезд. Установили более мощную коробку передач, изменили конструкцию теплообменников, изменили ведущие мосты, применили межколесную, межосевую блокировки, изменили конструкцию передней подвески и изменили конструкцию крепления кабины основания. Модернизация позволила увеличить мощность автомобиля, что, соответственно, повысило скорость. Водителю стало легче преодолевать подъемы. Если раньше автопоезд сделал рейс за 2 с лишним часа, то сейчас на это требуется всего 1:40. Испытания машины продолжаются. Уже скоро новый автопоезд возьмет курс на Верхнемунское месторождение, откуда будет вывозить алмазосодержащую руду. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». К этому часу вся информация. Оставайтесь на нашем телеканале.